Вот он. Вот. Илья. Гол. Гол, Даша, гол. Я же тебе обещал. Я, конечно, понимаю, что ты увлекся, тем более гол забил, но все-таки эфир пора начинать. Ну хорошо, ладно. Всем доброе утро, друзья. На календаре 21 июня, воскресенье. Этот день вместе с вами начинаем мы, Даша Родионова. Илья Костин. Ну и, наконец, лидер в списке самых читаемых женщин российского шоу-бизнеса Вера Брежнева. Ее преимущество неоспоримо. Брежнева опережает идущую второй Тину Канделаки по количеству подписчиков более чем на 1 миллион. При том, что количество постов у знойной блондинки меньше почти в 8 раз. Дим, клип «Не молчи», новое ваше произведение. Социальный клип, поднимается проблема, о которой не так много говорят. Это трудности родителей, особенно детей. Скажите, кому принадлежит идея создания этой видеоработы? Российские клубы вот-вот закончили сборы, у них началась вторая часть чемпионата, и, в принципе, все должны находиться в хорошей форме. Почему Дон Фабио решил, что ему нужно аж целых 2 дополнительных тренера по физподготовке, непонятно. Возможно, наши ребята просто не поедут на автобусе в аэропорт, а побегут кросс. Почему нет? Давай, ну-ка. Оно, я чувствую, да, я вижу. Очень плохо. Очень плохо. Ладно, давай что-нибудь попроще, Давай смотри. еще раз, давай. Вот так делаем. Вот так. Теперь вот сюда. Сюда. То есть вот на этой ноге крутишься, а здесь носочком. Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в номинации «Лучшая пара года». В числе претендентов на эту награду есть и российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина. Напомним, что наши девушки выиграли соревнования в парном разряде на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Хотел спросить, когда, в какой момент к вам пришла популярность? Когда вы поняли, что все, нас узнают на улицах, просят фотографироваться? Когда появился интернет. В этот момент начало происходить. Отчего мне так светло от того, что ты идешь по переулку? Ох, я спел с победителем Евровидения, вот это да.